Никто не знает. Перевод группы Дизимания. Озвучено релиз-группой CS Дизи специально для сайта dizimania.ru. Роли озвучивали Артем Борисов и Анастасия Гайдаржи. В пистолете одна пуля, учителя Ли. И сегодня вечером эта пуля попадет в одного из нас. Отсюда. Либо ты, либо я выйду живым. Другого пути нет. Тот, кто посчитал своего врага другом, пусть не ждет милосердия от своего нового друга. А тот, кто посчитал своего друга врагом, пусть боится воевать с ним. Маньяк. Ты вернулся? Ты вернулся. Курт Бэй, мой дорогой друг, я пишу тебе это письмо, чтобы ты защитил мою семью. Доверяю тебе 2 сыновей и дочку, которая еще не родилась. Смотри за ними хорошо. У меня также к тебе маленькая просьба. Если я умру, не увидев, как родилась моя дочь, то назови ее в честь моей покойной мамы Зейнеп. Будь доверен Богу, мой смелый друг. Я готов. Начнем. Этой ночью я либо умру от этой пули, либо убью. Говорят ведь, что тот, кто поклялся отомстить, должен вырыть себе могилу. У меня такие же счеты. Я на все закрыл глаза, учитель. Грех для меня жить, пока я не отомщу за отца. Как ты понял, этой ночью чаша жизни одного из нас наполнится. Я лишь расстраиваюсь из-за пилота. Он расстроится, если умрешь ты и если умру я. Очень расстроится, я знаю. Несмотря на то, что мы не от одних родителей, пилот и мой брат-учитель. Папа взял его с улицы. Совсем не делил нас. Любил его больше меня, больше своего родного ребенка. Мы поклялись с пилотом, что найдем убийцу отца и убьем. Ты встал между этой клятвой.
Сейчас пилота нет. Я один отвечу за эту клятву. Понял? Знаешь, что мне интересно? Почему? Какие счеты могут быть у такого человека, как ты, с моим отцом Эрнико? Почему ты убил моего отца, учитель? Почему? Потому что, видать, твой отец убил моего сына. Ложь. Не лги. Смотри, не лги. Мой отец даже руку на ребенка поднять не мог, не говоря уже о том, чтобы убить. Спроси у пилота. Позвони пилоту и спроси, ударил ли он его хоть раз. Спроси. Нет, не спрашивай, потому что столько ты жить не будешь. Я убью тебя. Смотри, Ведат. Целью твоего отца был не мой сын, а я. Когда я работал в органах, я поставил камень в дела твоего отца. Поэтому он хотел убить меня. Установил бомбу на мою машину. Но, к сожалению, в машине был не я, а мой сын. Мой сын Сулейман. Сулейман. Пилота племянник. Я назвал его в честь брата, которого столько лет искал. Брат Алиджана. Мой сын Сулейман. Твой отец забрал его у меня. Как и ты сейчас, я тоже поклялся, что отомщу. И отомстил ему. Причем за ребенка, который не был ни в чем виноват. Я отомстил за своего сына. Что бы там ни было, ты убийца моего отца, учитель. Я не откажусь от своей клятвы. Ты неправильно поступаешь, Ведат. Ты неправильно поступаешь, учитель. Ты совершил неправильный поступок, когда убил моего отца, а сейчас ты понесешь наказание. Я убью тебя, Али. Я убью тебя. Ведат, ладно. Я знаю, какой мерзкий человек Уйгар. Ты что делаешь с врагом моего брата? У меня есть брат. Да еще и два. Я не одна. Я не одинока. Как сказал мой папа, я не одна из тех, у кого нет мамы, папы и семьи. Сколько еще лжи будет, Куртбей? Закройте все входы и выходы, быстро! Ты посмотри внизу. Папа, что происходит? Зайнеп,
Сейчас же зайди в комнату. Закрой дверь. И не смей выходить. Что снова происходит? Делай то, что я говорю. Давай, дочка, давай. Хорошо. Джан! Да? Ты сказал людям? Все на страже? Это правда он? По-вашему, маньяк вернулся обратно? Это точно он, Джан. Я уверен, как и в своем имени. Скажи людям, пусть полностью осмотрят дом. И снаружи тоже пусть все осмотрят. Давайте, давайте, быстрее. Ты посмотри внизу. И? Что сейчас, Ведат? Скажи. Ты очень неправильно сделал, что пустил эту пулю в стену, учитель. Ты должен был воспользоваться шансом. Когда этот шанс будет в моих руках, я пущу пулю тебе в голову, не моргнув глазом. Знай это. Ведат. Ведат! 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 Брат? Ты чего тут делаешь? Ты тоже узнал, значит? Узнал и пришел спросить за это предательство, да? Что мой брат провернул за моей спиной, я услышал самый последний. Как ты это сделал, Ведат? Как сделал? Как? О чем ты говоришь, пилот? Что я сделал? Все еще говорит о том, что сделал. Что ты еще можешь сделать? Ты виделся и говорил с собакой Уйгаром. Что ты еще можешь сделать? Поэтому ты так себя вел? Поэтому такие движения? Твои скрытные движения? Поэтому, Ведат? Говори. О чем вы говорили с собакой Уйгаром? Что обсуждали? Говори! Нашли что-нибудь, Джан? К сожалению, нет, господин. Мы все осмотрели. Никаких следов нет. Почему ты вернулся, маньяк? Спустя столько лет он не вернулся бы просто так. У него точно проблемы. С вами? Или же с Али Хироглу? Отвечай мне! Отвечай, о чем говорил с этой собакой. О чем ты говорил с этим бессовестным, который пытался убить моего брата? Говори! Хватит, пилот. Какой еще Уйгар? Какой еще разговор, о чем ты говоришь? Ты отрицаешь. Глядя мне в глаза, будешь мне лгать. Не отрицай. Дуйгу видела вас. Дуйгу? Да, Дуйгу. Дуйгу видела, как вы тайно говорили на берегу моря. К тому же тогда, когда мы считали Уйгара мертвым. Почему ты скрыл от нас? Почему мне не сказал, Ведат? Сулейман. Брат, ты не вмешивайся. Он ответит мне за это. Отвечу? Отвечу? Не спросив у меня, виделся ли я или нет?
Ты будешь обвинять меня? Будешь спрашивать меня как с врага, да, пилот? Что мне спрашивать? Дуйгу видела. Конечно. Дуйгу видела, и все закончилось. Чтобы я тебе не сказал впустую отныне. На что ты намекаешь, сынок? Дуйгу не будет лгать. Дуйгу не будет лгать, а брат Видат, которого ты знаешь 40 лет, будет лгать, да? Видат, смотри, не веди это дело к этой точке. Ты не сможешь отмазаться обычной ревностью. Понял? Расскажешь. Хорошо, пилот, хорошо. Ты не верь мне. Верь той девушке, которая водит тебя вокруг пальца, хорошо? Правильно говори. Не говорю, не говорю. Раз ты меняешь своего брата на какую-то девушку, то я не буду правильно говорить, пилот. К тому же я не твой брат, да? Твой брат он. Я тебе никто. Иди сюда, иди сюда! Хорошо, хорошо. С такой злостью вы ни к чему не придете. Он лжет мне, брат. Человек, которого я называю братом, глядя мне в глаза, лжет. Ты это сделал мне. И это должно было с нами случиться. Севда. Слава Богу. Хорошо, мы сейчас же приедем. Хюдаверди? Да. Проснулся, открыл глаза. Слава Богу. Поздравляю, брат. Давай, сейчас же поедем. Еще хочешь? Нет. Спасибо, Изги. Изги. Что случилось? Что-то случилось, что-то хочешь? Нет. Ничего не нужно. Знаешь, пока я спал, я слышал все то, что ты мне говорил. Ты говорила мне, что не оставишь мою руку. Не оставишь, да? Мы сейчас... Хюдаверди, это... На самом деле, я это не в том смысле... Хюдаверди? Учитель Али, ты в порядке? В порядке? В порядке, учитель, спасибо. Брат пилот. Пусть все пройдет, Хюдаверди. Спасибо, брат пилот. Я увидел тебя здоровым. Слава Богу, брат. Ты в порядке? Есть боли? Нет, учитель, нет. Учитель, кроме меня ни с кем ничего не случилось, да? Нет, Хюдаверди, нет. Все в порядке, ни с кем ничего не случилось. Знаешь, весь район молился, чтобы ты вылечился. Спасибо, учитель. Мы на ногах благодаря их молитвам. Брат пилот. Мы не нашли никаких следов касательно того, когда он заехал в Турцию, где он сейчас. Вы найдете его. Вы найдете его. Он один из самых талантливых людей, что были в органах вместе с Али. Я даже не предполагаю, что он может сделать. Сначала я найду братьев, которых ты у меня забрал. А потом спрошу тебя за то, почему ты скрыл от меня мою жизнь. Он был тут. Что он написал? В 12 часов приезжай туда, где мы раньше встречались. Но только один. Не забывай, это в то же время тест на доверие. Если ты не придешь один, то не пройдешь тест.
Да. Дела с выпиской решены. Отныне мы можем выйти и поехать домой. Хорошо получилось, учитель. Я долгое время не поливал цветы. Но я улажу с цветами. Потому что ты едешь не домой, а ко мне. К тебе еду? Да. Ты слышал врача? Ты должен отдохнуть и собраться с силами. Ты едешь ко мне и отдыхаешь. А мы смотрим за тобой. Да, Севда? Да, еще и как за младенцем. Спасибо, невестка Севда. Ну что ты, душа моя? Хорошо тогда. Я тогда поеду к вам и хорошенько наиграюсь с Алиджаном. И мне на пользу пойдет. Что случилось, учитель? Почему ты так посмотрел? Потому что Алиджана сейчас нет дома. А что случилось с Алиджаном? Что случилось, учитель? Ты это имеешь в виду по защите Алиджана, дочка? Снова пришла и арендовала дом прямо под носом Али. Дочка, я говорю тебе, ты таким образом держишь сына подальше от Али? Да? Что не так с нашим домом? Что происходит, ради бога? Я не пытаюсь держать сына подальше от Али, мама. Наоборот, хочу, чтобы мы втроем были вместе, понимаешь? Ты сделаешь это, переехав сюда? Перестань мне угрожать, мама. Почему ты не понимаешь меня? Почему постоянно осуждаешь? Я хочу снова построить семью. Хочу снова быть вместе. Хотя бы раз пойми. Бросив свою женскую гордость под ноги. Любовь сильнее гордости, мама. Любовь, да? Хорошо, а почему ты несколько лет назад бросила Али? Потому что смотрела тебе в рот. Мне? Я сейчас виновата. Раз тогда смотрела мне в рот, то и сейчас смотри. В конце концов, Али поймет, что ему нужно сделать выбор, мама. Либо та девчонка Севда, либо мы. Он поймет. Али сделал выбор. Он выбрал ту девушку. Ты не понимаешь? Ты все это делаешь от ревности, малышка. Все это от ревности. Мамочка, брат Хюдаверди приедет. Мы можем пойти его встретить. Пожалуйста, мама, пожалуйста. Хорошо, сыночек. Хорошо, встретим. Да и папу увидишь. Ура! Хорошо, я приберу тут, ладно? Давай, Дуйгу, давай. Выйди, чтобы у нас поднялось настроение. Этот тип. Не тот тип, что в больнице. Да я... Ахмед, добро пожаловать, сынок. Проходи, проходи, добро пожаловать, проходи. Добро пожаловать, как ты? В порядке, тетушка Мираль, спасибо. Вы как? В порядке, спасибо. Дуйгу. Как ты? В порядке, спасибо, а ты? Спасибо. Не оставайся на ногах, присядем. Дуйгу, угостим Ахмета чаем. Папа, я встречу Хюдаверди, ты знаешь. Не буду опаздывать. На самом деле у меня нет времени. Спасибо, дядя Ильхан. Я сюда приехал, чтобы повидать своего пациента. Решил по пути заехать и к вам. Хорошо сделал. Хорошо, тогда я выхожу. Пойдем, выйдем вместе. Я довезу тебя. Нет, не стоит. Ты передавала, что опоздаешь. Пусть подвезет тебя на машине. Папа, Хюдаверди привезут в дом учителя Али. Ты не утруждайся, это близко. Я дойду. Что это за слова, Дуйгу? Ну что ты? Давай.
Не стоило, но... Счастливо. Что происходит? Что происходит? Почему моя Дойгу села к нему в машину? Что происходит? Ты неправильно поступаешь, Ильхан. Почему неправильно? Дуйгу не нравится Ахмед, ты не видишь? Раньше нравился. Снова понравится. Еще больше понравится. Это было раньше. Девушка думает о пилоте. Пусть проведут немного времени вместе, посмотришь, все изменится. К тому же, если будет с таким правильным парнем, то поймет, как ошибочно быть с таким, как пилот. Вот и все. Приехали. Папа едет. Папочка? Алиджан. Сынок, ты пришел встретить брата Хюдаверди? Мой умный сын. Брат Хюдаверди? Алиджан, ты тоже пришел? Папа сказал, что тебя нет, я очень расстроился. Мы с мамой переехали туда, на заднюю улицу. Но я очень расстроился за тебя, брат Хюдаверди. К тому же, я очень испугался, что с тобой что-то случится. Ты не бойся, Алиджан. Не переживай, со мной ничего не случится. Учитель, весь район собрался. Мне очень неловко. Ты что говоришь, Хюдаверди? Мы очень ценим тебя. Не болей, ладно? Тут немного болит, учитель. Но неважно, пройдет. Давай, проходи медленнее. Спасибо, тетя Надира, спасибо. Я в порядке. Бог доверил тебе нам, слава Богу. Есть боли? Немного. Пусть все пройдет. Спасибо. Пусть Бог будет доволен тобой, учитель Али. Пусть все пройдет. Спасибо. Пусть все пройдет. Алиджан, Спасибо. пойдем так. Бог доверил тебя нам. Хюдаверди, я очень рада, что ты в порядке. Пусть все пройдет. Спасибо, сестра Азле. Спасибо. Не нужно, я выйду в удобном для тебя месте. Конечно, с удовольствием. Дойгу, знаешь, я очень скучаю по старым дням. Лишь бы мы снова... Не смей. Та тетрадь давно закрылась, Ахмед. Хорошо. Я молчу. Ты почему вышел? Я тоже пожелаю скорейшего выздоровления Хюдаверди. Нет, я передам. Ты не опаздывай, поезжай в больницу, если хочешь.
Хорошо. Дего! Что происходит? Что происходит? Ты вышла из его машины. Я ведь познакомила в больнице. Сказала мой друг с университета. И? У него тут пациент. Заезжал к нему. И? По пути решил поздороваться. В машине решил поздороваться? Сказала, что по пути. А ты сразу согласилась, да? Папа настоял. Я не смогла сказать папе, что меня ждет пилот. И я не могу сесть. Конечно же. Почему твой папа настаивает? Пилот. В последнее время папа трясется надо мной, будто ты не знаешь. Хюдаварди приехал, давай пойдем. Все еще не понимаю, кто и почему мог застрелить тебя, сынок. Не его сестра. На самом деле хотели убить тебя, да, учитель Али? Ну что ты? Кто и почему захочет убить такого человека, как учитель Али? Нет, ничего такого нет. Давайте не будем тянуть. Кто может быть? Муж Севды? Этот бессовестный никогда не был моим мужем. Муж Севды? Смотрите, эта тема уже закрыта. Не будем тянуть. Давай, Али Хюдаварди. говорит, что закрыто, но Хюдаварди мог умереть. Эта пуля могла попасть в тебя. Азлем, я сказал, хватит. Уйгар не муж моей дочери, хорошо? Они развелись. К тому же, если человек душевно больной, то при чем моя дочь? Сулейман, вы отведите Хюдаварди и Алиджана домой. Давай. Пойдем, Хюдаварди, пойдем. Давай. Да, верно, верно. В вашей семье вас не касается то, чем заняты ваши мужья, не так ли? Сразу оправдывайте себя, мать с дочерью. Смотри на меня. Не смей вмешивать мою маму. Не смей. Не вмешивай мою маму, не вмешивай моего отца, не вмешивай моего мужа. Никто не хочет вмешиваться. Это вы не вмешиваетесь в чью-либо жизнь. Я прекрасно знаю, почему ты приехала. Ну ладно. Севда. Хорошо. Хватит. Хотя бы ты не делай. Азлем, ты пришла встретить Хюдаварди или же испортить покой? Очень ясно то, зачем она пришла. Али, Хюдаварди ранен. Мне не спрашивать, кто его застрелил? Эта пуля чуть не попала в тебя. Я порчу покой. Я причина всему этому. Жаль. Перестань быть эгоисткой. Я эгоистка. Да, ты эгоистка. Ты до этого времени хоть раз переживала о том, как Али? Как он справился с болью о потере ребенка? Нет. Ты знаешь, с каких только смертей вернулся Али? Не знаешь. Сейчас этот человек начал цениться. Ты бы даже не позвонила, если бы Алиджан не был болен. Сейчас ты начала переживать? Тебе-то что? Тебе-то что? Ты чего спрашиваешь меня постоянно? Ты кто такая, что спрашиваешь? Это проблема между мной и Али. Все еще говоришь между тобой и Али. Ты не понимаешь, да? Между тобой и Али есть женщина, которая любит его до смерти. Та, что любит его настолько, насколько ты никогда полюбить не сможешь. Есть женщина, которая пойдет ради него на все. Я есть. Дядя, мама очень зла? Ничего нет, племянник, ты иди сюда. Смотри, взрослые иногда злятся. Хорошо? Ты не думай об этом. Я знаю все из-за сестры Севды. Алиджан! Алиджан, иди сюда. Сейчас забирай свою ревность и тихо молча отодвигайся в сторону. Потому что ты сама себя позоришь. Унижаешься. Жаль.
Смотри, как Алиджан расстраивается. Ты замолчи. Тебе осталось думать об Алиджане? Хватит уже, Азлем. Хватит. Алиджан. Хоть расскажи ей, Али. Скажи ей, чтобы она не вмешивалась, что это наши семейные проблемы, хоть раз. Мамочка? Из-за тебя мы переехали. Сейчас ты снова заставляешь маму плакать. Алиджан. Сынок. Разве такое может быть? Ты неправильно понял. Мама, давай, пойдем домой. Пойдем, сыночек. Азлем. Ты совсем не изменилась, Азлем. Совсем. Спустя годы я воссоединился с сыном. Ты пользуешься этим ради своих целей. Что мне тебе сказать? Давайте, народ, расходитесь, давайте. Тут семейные проблемы, вы не видите? Давайте, расходитесь. Хватит глазеть. Севда. Я приехал. Наши люди заняли позиции. Они будут защищать вас с тех мест, где прячутся. Вы не переживайте. Он никого не заметит. Вы будете в безопасности. Хорошо. Посмотрим, чего маньяк от нас хочет. Маньяк! Ты позвал, я пришел. Где ты? Где ты? Появись же! Смотри, я пришел один, как ты и хотел. Давай, выходи ко мне. Маньяк. Давай, выходи уже! Как покончу со всеми, выйду, не переживай.
С первого же теста неудача, Курт-Бэй. Будь я на твоем месте, я бы тоже не вышел к такому, как я, один. Если спросишь у меня, кому я доверяю, то я скажу. Тому, кого вижу в зеркале. И больше никому. Давай, выходи уже! Скажи, в чем твоя проблема? Вот сейчас ты правда один. Курт-Бэй. Чего ты хочешь? Помнишь? Ты мне сказал, что Али Хироглу доверен мне, чтобы я обучил его, чтобы он был похож на меня. А что потом случилось? Чего ты хочешь? В чем твоя проблема? Говори. Чего хочешь, чего хочешь. Человеческие отношения стали такими? Не нужно спросить, как я, где был, что делал до этого времени, разве не нужно спросить? Я прекрасно знаю, что ты делал. Верно, Курт-Бэй знает обо всем. Если волк в лесу, то он планирует абсолютно все. Как тутовый шелкопряд. Очень тонко все построит. Я скучал по лесам, Курт-Бэй. Я скучал по тебе. Я скучал по Али Хироглу. Я считаю, что мы немного торопимся, будто наша душа опаздывает. Чего ты хочешь? Говори открыто. Я ненавижу, когда портят мою инициативу. Раньше ты тоже так делал, не делай. Потому что я больше не работаю на тебя. Будь уважительнее. Тебе интересно, чего я хочу, да? Судя по тому, что ты не отвечаешь, значит, неинтересно. Хорошо, тогда я не скажу. Давай, говори, чего хочешь. Недим. Недим. Пожалуйста, продолжай называть меня маньяком. Я доволен своим прозвищем. Не нужно быть официальным. Искренность между нами ведет к этому. Уснул? Не успели обрадоваться тому, что Хюдаварди вышел из больницы и приехал на свой район?
Ты зачем цепляешься с ней? Не стоило. Что мне оставалось делать, Али? Просто стоять напротив, когда она унижала меня и маму? Она бредит. Я сказал так, чтобы ты попусту не расстраивалась. Она много всего наговорила Алиджану. Очевидно, что разлучит меня с сыном, если не сделаю, как она хочет. Тогда сделай, Али. Если проблема во мне, то я не буду мешать. Ты посмотри. Значит, ты готова отказаться от меня? Зря не надейся. Ты не сможешь вот так легко отказаться от меня, Севда. Потому что я ни за что не отпущу тебя. Ни тебя, ни моего сына. Слушаю. Да, это я. Адвокат Уйгара? Наша организация кормила, вырастила тебя, сделала из тебя героя. А ты использовал против нас силу, которую мы дали тебе. Ты предал нас. Предал? Ты сейчас, наверное, и врагом меня назовешь. Это мои самые нелюбимые слова. Не знаю, любовь, уважение, радостное лицо, сладкая речь. Мне нужно это, как и любому другому человеку. А еще хочу получить назад то, что доверил вам. Доверил? Что ты доверил? Подумай. Подумай, что это может быть. Что это может быть? Давай подумаем вместе. Я доверил? Доверил? Что это могло быть? А? Ну-ка. Неважно, где находится то, что заслуживает человек. Это та вещь, которую он доверил другим, Куртбей. Понял? Смотри, сделаем так. В организации есть тайная комната. Ты создаешь резервную копию документов с того компьютера. То есть скопируешь и принесешь мне. Ты сошел с ума. Таким и бывает безумие, иногда переходит в сумасшествие. Психоз. Как и безумные мысли, у тебя еще должна быть сильная воля, чтобы ты мог осуществить их. Вы сказали это в конференц-зале организации 22 июня 2001 года. Вспомнил? Я очень хорошо учил уроки. Всегда был первым. Самым первым. И сейчас я хочу стать первым человеком. Этого никогда не будет. Несчастная Зейнеп не знает, что умрет из-за отца. Не вздумай. Не вздумай мою дочку. Я правильно помню, да? Сколько лет твоей дочери? 22. Ей ведь где-то 25, да? Как плохо. Мертвое тело лежит на земле. Ты не можешь узнать ее, у тебя берут анализы, чтобы сопоставить ДНК. Возможно, на теле есть родинка, родимое пятно, но этого может не быть, потому что я и сам не знаю, что будет. Ну ладно, мне стало плохо. Это картинка, из-за которой становится грустно. Посмотри, ты даже расстроился. У тебя с собой лекарство от давления? Постой, у меня тоже есть. Секунду. О, у меня тоже нет. Не взял. О чем мы говорили? Вспомнил. Ты скопируешь документы и принесешь их мне. Вот сюда. Ты загрузишь на жесткий диск. Я купил диск с самым большим объемом памяти. Я хочу, чтобы все было очень хорошо. И я уверен, что так и будет. И не вздумай делать что-то не то. Где, когда и с кем я обращусь на твою голову?
Они дорогие, механические, настроенные. Даже на минуту не ошибаются, если сможешь настроить. Пусть это будет моим подарком в честь ухода на пенсию. Будешь смотреть и вспоминать меня. А еще принесешь мне документы в четверг. Четверг мой везучий день. Ты помнишь? Не помнишь. Я напомню. Я пойду. Не забывай, что часы работают. Тик-так, тик-так. Я ушел молча, но мое возвращение будет великолепным, Курт Бей. Сфотографировала бы письмо до того, как отдала его. Что у тебя и осталось? Сфотографировала. Синан, мне нужно найти моих братьев. Да, и может, мои родители живы. Хорошо, но как ты их найдешь? Я ведь родилась в какой-то больнице. Наверное, есть запись про меня. А если твой отец очистил все, как с приютом? Да и мы даже не знаем, настоящая ли у тебя дата рождения. Я все равно должна попробовать. Да если дата рождения неверная, я скоро все увижу. Зейнеп, ты ведь знаешь, что это то же самое, как искать иголку в стоге сена? Если ты родился как я, то нет. Как это? Забудь. Что значит забудь, Зейнеп? Скажи. Синан, я найду своих братьев. Это самое главное. Вы единственный живой родственник Уйгара Сарыкая. Как жена вы получаете все его имущество. Госпожа Севда не хочет ничего из наследства. Она все отдаст благотворительным организациям. Господин Али, не знаю, насколько хорошо вы знаете, но мы говорим об очень большом богатстве. Я предполагаю. Но величина не имеет значения. Она ничего не возьмет. Не так ли, Севда? Да, я не хочу. Но, госпожа Севда, послушайте, мне правда ничего не нужно от Уйгара. Вы приготовьте все документы для благотворительности. Этого будет достаточно. Недим? Это ты? Какое совпадение? Азлем, это действительно ты. Вот что я называю сюрпризом. Тебя столько лет не было, думала, ты живешь за границей? Да, это было так. Но я вернулся. Навсегда? Да, так будет. Кто этот красавец? Наш сын Алиджан. Алиджан — это друг твоего отца, Недим Саймас. Разве только отца? И мой друг, конечно же. И? И где твой брат Сулейман? Он в школе? У меня нет брата. У меня есть дядя по имени Сулейман. Значит, нет. Дядя Недим, кажется, ты неправильно помнишь. Нет. Очевидно, что за эти годы случилось много всего. Что скажешь, если исправим это? Я бы пришел к вам на ужин вечером. Да и утолю тоску по твоим превосходным блюдам и по Али. Мы с Али развелись, Недим. Вот как?
Но ничего страшного, ты приходи. Я позову Али, он придет. Только не говори, что я приду. Хочу устроить сюрприз. Хорошо, хорошо, не скажу. Смотри, наш дом вот здесь. Хорошо. Тогда увидимся вечером. Хорошо, увидимся. Прощай, Алиджан. Али Хироглу очень обрадуется, когда увидит меня вечером. Почему ты все еще такой пилот? Ты все еще думаешь про Ахмета? А что мне делать, если не думать, Дуйгу? Посмотри, он в который раз ходит возле тебя. Ты поверишь, если я скажу 50 раз? Он мой друг из университета. Да. Какой-то слишком заинтересованный друг. Посмотри. Папа Ильхан, он тоже понравился. Настолько, что сегодня доверил тебя ему. Куда я ходила с ним? Что папа доверил меня ему? Папа знает его много лет. Почему ты так преувеличиваешь? Я не понимаю. Сказать тебе кое-что. Этот парень точно подкатывает к тебе, и даже, возможно, еще с тех времен. Я говорю тебе, чувствую. Не говори глупости, пилот. Я же сказала, это мой друг и все. Я не понимаю, почему ты все еще продолжаешь. Ладно, я пойду. Увидимся. Слушай, Элиф, ты ведь придешь вечером на встречу выпускников? Можно я не пойду? Я сейчас не в том состоянии. В этот раз не приму отказ, Дуйгу. Если ты сейчас не придешь, то я не буду прикрывать тебя, когда пойдешь на встречу с пилотом. Хорошо, кто придет? Только наши девчонки. А, будут только девочки. Да-да, давай увидимся вечером. Пришлю тебе адрес. Хорошо, увидимся. Кто встанет на ворота? Я встану. Ты не можешь играть с нами. Тебе только сделали обрезание, ты малыш. Я не малыш, просто я болел. Поэтому мне не могли сделать обрезание. Болел он, видите ли. Мы все болеем, но нам не делают обрезание, когда мы уже большие. И брата Хюдаварди ранили из-за тебя. Я не виноват. Уходи, иначе получишь. Мне-то что, я не уйду. Почему ты толкнул его? Я не специально сделал, это случайно так получилось. Не ври, мы сейчас покажем тебе. Они хотели побить меня. Уходите. Давайте. Все. Они ушли. Давай, ты тоже иди домой. Не гуляй здесь. Большое спасибо, дядя Видат. Ты спас меня. Твой отец убил моего сына. Ты тоже мой дядя? Конечно, он твой дядя. Дядя. Парень, протяни руку, чтобы племянник поцеловал ее. Боже мой, ты сошла с ума, Севда. Как ты можешь отдать эти деньги, когда мы в таком положении? А что я должна была сделать, мама? Должна была взять деньги этого мерзавца? Дочка, ты имеешь право на эти деньги. Имеешь право. Этот человек убил моего отца. Я должна была взять его деньги, чтобы папа перевернулся в гробу? Ради бога, не говори так. Севда, твой отец разорился, потому что был должен ему. Твой отец согласился, чтобы ты вышла за него, чтобы вернуть долг. Я не притронусь ни к одной копейке этого мерзавца. И я пообещала Али. Что? Видите ли, она пообещала Али. Али знает, в каком ты сейчас положении? Господин Али вообще что-то знает? Пусть занимается своей женой и ребенком.
Мама, что ты говоришь, ради бога? Будь немного последовательной. Он рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня. Что ему еще сделать? Где он сейчас? Где сейчас господин Али? Пусть занимается своей женой и ребенком. А ты все еще строишь мечты. Я приняла решение. Я не притронусь к этим деньгам. И не утруждай больше ни меня, ни себя. Пожалуйста. Хорошо, дочка. Хорошо. Не переживай, не буду утруждать. А ты не устанешь. Будешь жить с этим Али, мечтая стать его второй женой. Какая вторая жена? Это женщина, бывшая жена Али. Ты понимаешь, что прошло много лет? Да, но этого времени не хватило, чтобы он забыл ее. Не забывай, что их связывает ребенок. А ты останешься за дверью. Вместо того, чтобы думать об Али, лучше думай о маме и о своем брате. Сейчас же позвони адвокату, возьми деньги. Хорошо? Будь немного разумной. Сестра Надира сварила вкусный суп, да? Спасибо, учитель Али. Пусть Бог будет тобой доволен. Тебя тоже никак не отблагодарить. Что за слова, Хюдаверди? Ты ведь мой дорогой друг, разве нет? Давай. Выпьем лекарство. Держи. Молодец. Хюдаверди, я скоро выйду. Пойду к Алиджану. Он немного обижен на меня. Иди, учитель, иди. Может, Алиджан немного обрадуется. Вот бы сестра Злем обрадовалась. Когда мама радуется. Однажды ты сказал, что ребенок хохочет. Ты иди, учитель. Я останусь один, не переживай. С чего ты взял, что ты будешь один? А кто пришел, учитель? Тот, кто будет заботиться о тебе, и ты будешь ей рад больше, чем мне. Здравствуй, Хюдаверди. Эзги. Тогда я пойду. Приду не поздно. Ты иди, учитель. Ты развлекайся, а нам с Эзги и так скучно не будет. Да, Эзги? Спасибо, Эзги. Что ты хочешь поделать, Хюдаверди? Хотела сказать, посмотрим телевизор, но нет, наверное. Я предпочту смотреть на тебя, чем на телевизор, Эзги. Я разве настолько красивая? Очень красивая. Добро пожаловать, Недим. Спасибо. Это тебе. Надеюсь, тебе они все еще нравятся. Как ты запомнил? Спасибо. Проходи. Я дам тебе тапочки. Как ты, пока мы не виделись, парень? Хорошо. Мне взять твою куртку? Спасибо. Возьми-ка, это твое. Надеюсь, тебе понравится. Фотоаппарат. Это только мое? Да, только твое. Али нет? Господин, разве не пришло время узнать обо всем Али? Маньяк.
которого я знаю, давно нашел способ связаться с Али. Ясно, чего хочет маньяк. Если я не отдам ему то, чего он хочет, то ни за что не остановится. Определим его местонахождение и возьмем его. У него очень сильная защита. Мы можем забрать одного маньяка, а потом возиться с тысячами других. Тогда единственным вашим шансом остается Али Хирогу. Он пригрозил мне насчет Зейнеп Джан. В книге маньяка блефа никогда нет. Хорошо, но, господин, что вы будете делать, не забирая его? Будете делать, что он захочет? Сдадите ему все секреты? Добро пожаловать, Али. Спасибо. Проходи. Спасибо. Ты не скажешь папе добро пожаловать? Добро пожаловать, папа. Можешь дать нам немного поговорить? Конечно. Пойдем. Он очень удивится, увидев тебя. И даже очень. Я принес это тебе. Открой же. Знаешь, почему я принес тебе это? Чтобы этот наш момент стал бессмертным. Конечно, и это. Но на самом деле, для того, чтобы ты знал, как сильно я люблю тебя и как я о тебе думаю. Не забывай про это. Алиджан, в этом мире нет никого, кого я любил бы сильнее, чем тебя. Но я хочу, чтобы ты полюбил маму так же, как и меня. Давай, пройдем в комнату. Давай. Сюрприз! Ты? Наше празднование получилось каким-то неяр. Может, нужно было взорвать конфетти? Я сегодня встретилась с Недимом, очень удивилась, как и ты. Он вернулся. Ты не обнимешь старого друга? Ты не обрадовался тому, что увидел меня, да? Что ты делаешь рядом с моей семьей? Мы ожидали того, что он удивится, но он аж шокирован тем, что увидел меня. А ты куда, парень? Что за дело, Видат? Что ты пытаешься сделать, парень? Тогда, когда я должен обижаться, обижаешься ты. Хорошо, давай, уходи. Но если будешь уходить, уходи, даже не оборачиваясь назад. Кстати, у нас испортились отношения с Дуйгу. Сожжешь хну где-нибудь у себя. Али Хирогу.
То есть, племянник, который был назван твоим именем? Ты знаешь, кто его убил? Вот, сюда нужно нажимать, чтобы сфотографировать. Мама, давай я вас сфотографирую с папой. Пожалуйста, папа, пожалуйста. Улыбайтесь. Алиджан, дай, положим это сюда. Давай, вымой руки, сядем за стол. Давай. Тебе так повезло. Я бы многое отдал, чтобы у меня был такой сын. И зачем ты гонишься? Зачем ты приехал сюда? Я приехал, чтобы утолить тоску, Али. Кстати, Азлем рассказала про случившееся с Сулейманом. Я очень расстроился. Но я тебе много раз говорил, что если ты будешь так привязан к своим обязанностям, то расплата будет большой. Ты последний человек, который мог бы учить меня уму-разуму. Да. Но как жаль, что, видно, я оказался прав. Говоря служба, ты поплатился очень большой ценой. Если я не ошибаюсь, твоего сына убил тот, кого ты разозлил из-за дела. Да, его убил отец Севды. Кёксал? Его Кёксал убил? Да. А почему? Не знаю. Но он был мишенью другого человека. А мой брат взял у этого мужчины, то есть у этого подонка, голову. То есть он не оставил кровь моего племянника на земле, понял? А ты знаешь, кто был этот подонок? Не знаю. Значит, не знаешь. Ведат, что происходит? К чему этот интерес к моему племяннику Сулейману? К тому же ты даже в лицо не смотришь тому, кто при жизни. Говори же, почему ты задаешь эти вопросы? Вмешивать Сулеймана в эти дела не дало бы пользу ни тебе, ни ему. Спасибо за то, что держишь это между нами. Забей, пилот. Не загружай себе голову. Парень, говори же. Тему открываешь ты и закрываешь тоже ты. Что ты пытаешься сделать, парень? В последнее время ты стал странным, Ведат. Я не могу понять тебя, честно. Парень, ответь же. Ведат. Иди, Ведат, иди. Все больше превращаешься в клубок с секретами. Беги от меня. Молодец. Давайте, господа, стол готов, садитесь. Я хлеб забыла, принесу его. 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 Принесу его.
И? Что ты преследуешь? Зачем ты вернулся? Скажем так, чтобы осуществить цели в карьере. Ты отказался от своих целей. Ты был моим самым лучшим учеником. И то, что ты ото всех отказался, разочаровало меня. В те времена ты был готов пожертвовать собой ради меня. А ты в те времена не был предателем. Ты отказался от своих обязанностей. Но мысли те же. Ты не изменился вообще. Нет. На самом деле ты ошибаешься. Я очень изменился. Например, раньше я боялся того, что ты можешь сделать. Только того, что ты можешь сделать. Но теперь перед тобой нет новобранца. Раскрой свои уши и слушай меня внимательно. Если я еще раз увижу тебя рядом с моей семьей, то вбей себе в голову, ни твои места, где ты прячешься, ни твои умные игры не подействуют на меня. Потому что я вижу твою голову изнутри. Не будь так уверен в этом. Например, если тебя попытается искать кто-то кроме меня, то начнет со скрытных мест. Но на самом деле твоим первым правилом было быть перед глазами. Потому что никому не придет в голову искать тебя рядом. И я уверен, что и даже в этот твой визит ты остановился в люкс-отеле. Ах, меня поймали. Меня раскрыли, и что же я теперь буду делать? Прекрати нести бред, маньяк. А сейчас проваливай отсюда. И больше ты не приблизишься ни к моей жене, ни к сыну. Я чувствую запах ревности от тебя. А ты чувствуешь этот запах? Разве не жаль тебе свою бывшую жену? Она тоже нуждается в любви, как и любая другая женщина. Такой красивой женщине нельзя быть без любви. Извините. Алиджан? Алиджан намочила одежду, я немного с этим повозилась. А вы еще не сели? Азлем, извини, я не могу остаться на ужин. Почему? Ты же знаешь наши дела. Внезапно иногда вызывают. Прощай, Азлем. Алиджан? Увидимся, Али. Я провожу. Нет. Столько времени прошло, она еще не позвонила. Может, я что-то не так сделал? Уже много времени прошло. Хорошо, что мы вот так сейчас соберемся, побеседуем. И посплетничаем. Это здесь. Они и музыку здесь делают. Я Симин сказала, что это очень милое место. Это они нашли. Пойдем же, девочка. Одну минуту, разреши, я иду сейчас. Слушай, пилот. Алло, Дуйгу.
Я, наверное, поступил сегодня как осел. И ты не позвонила до этого времени. Решил позвонить, услышать твой голос. Хорошо сделал. А ты что делаешь? Ты на улице? Да, собрались с девочками из университета. С девочками, да? Хорошо сделали, хорошо. Хорошо. Тогда увидимся. Увидимся. Вот это да, розочка моих очей. Наша любовь стала нелегальной, но ты сразу же начала ходить по улице. Ладно. Я тогда тоже пойду развлекусь. Алло, Кемаль? Как дела, парень? Хорошо. Хорошо, в этот раз обещаю, приду. Хорошо, отключай, сейчас еду. Давай, отключай. В какой стороне нашли? В этой стороне должны быть. Были же только девочки, Елис. Ты так сказала. Так и было. Но когда Ясемин сказала своему парню, другие тоже узнали. Ты? А ты когда узнала? Если ты соврешь мне, я тебя ни за что не прощу. Но это некрасиво, Дуйгу. Это тебе должно быть стыдно. Я возвращаюсь обратно. Ну уж нет. Ты дойди до места, потом, увидев народ, уйди. Тогда уже начнутся сплетни. Ты что, не знаешь? А ты знаешь, что будет, когда узнает пилот? Дорогая, откуда пилот узнает? Посидишь немного, уйдешь. Но давай сядем здесь, чтобы не поняли неправильно. Давай, не тяни. Давай. Добрый вечер. Добро пожаловать. Иди же. Хорошо. Спасибо. Почему ты так холодно отнесся к Нидиму? Или что-то, о чем я не знаю, Али? Что-то, что раздражает тебя? Алиджан, ты иди посмотри, куда поставишь нашу фотографию в своей комнате. Давай. Я не хочу, чтобы ты еще раз виделась с Нидимом. Это еще почему? Он разве не твой старый друг? Не спрашивай, Азлим. Просто делай то, что я говорю. Даже если он позвонит тебе или встретится тебе на пути, не встречайся с ним. Ты уедешь, не поужинав. Больше не делай сюрпризов, когда будешь звать меня на ужин, хорошо? Алиджан, сынок. Слушаю, Али. Куртбей, маньяк вернулся в Стамбул. Где ты его увидел? Только что он был рядом со Азлем и Алиджаном. А в чем его проблема? Я не знаю, почему он вернулся. Но, наверное, из-за меня это понятно. Но, скорее всего, он вернулся за чем-то большим. Я тебе это рассказываю. Хорошо, все это исследуй и прими меры. Хорошо, спасибо. Что же делать? Как избавиться от этой беды маньяка?
Спасибо. Ты живешь на зло годам, Дуйгу. Правда. Разве человек совсем не изменится? Когда бы ни посмотрел на тебя, я думаю об этом, знаешь? Конечно, еще. Только я? Смотри же, наши все такие, какими и были. Посмотри на Ясемин. Да. И они все еще вместе. Столько лет. Добрый вечер. Братец, как ты? Мы вышли из дома. Ну, пришел же, сынок, не преувеличивай. Давай, пойдем внутрь. Там много людей. Неплохо. Пару столов заняты, но устрою тебя за спокойным. Давай. Спасибо. Идем. Много времени прошло. Потанцуем? Нет, Ахмед, не будем. Давай, пойдем. Давай, пожалуйста. Не обижай меня, давай потанцуем. Нет, я не хочу танцевать. Давай, пожалуйста. Дуйгу. Пожалуйста. Всего лишь танец. Я разве не доведу тебя до больничного состояния, подонок? А? Что твоя рука делает в руке моей, Дуйгу? Что делает, блин? Пилот, стой, успокойся. Знаешь, что я сделаю с рукой, которая дотронулась до моей любимой? Знаешь, блин? Смотри, вот это сделаю. Сломаю я эту руку, блин. Сломаю. Сынок, тебя в школе не учили, что ли? Не учили, что нельзя дотрагиваться до чужой жены? Пилот, стой. Пилот, ладно, успокойся. Ты кем себя возомнил? Отпусти. Заставь-ка отпустить, а ну. Заставь же отпустить, сынок. Хватит. Хватит, пилот, хватит. Отпусти. Я в порядке, все хорошо, ничего нет. Кто этот городской мафиози? Дуйгу, ты откуда знаешь этого грубияна? Пилот, что ты делаешь, не выслушав, не поняв? Ты что, сумасшедший? Что мне понимать? Что я должен понять? Этот человек держал тебя за руку, что мне понимать? Ты только это видел и решил его судьбу, да? Так. Хорошо, господин пилот. Разойдитесь. Не смотри, разойдитесь. Не нарывайся на проблемы. Дуйгу! Дуйгу! Ты что себе позволяешь? Как ты можешь приходить в заведение и пугать людей? Забей на все это и ответь мне, почему этот тип все еще крутится вокруг тебя? Ты вместо того, чтобы стыдиться за свои действия, еще срываешься на мне. Чего это я должен стыдиться? Чего я должен стыдиться? Пусть стыдятся те, кто должен. Или ты так ведешь себя, потому что опозорилась перед друзьями? Это твоя проблема? Моя проблема не в этом. Но твоя проблема — это недоверие ко мне. Ты тайно проследил за мной. Значит, ты настолько мне не доверяешь. Значит, ты тайно следишь, контролируешь меня. Еще и будто не следишь, звонишь и спрашиваешь, что я делаю. Я ни за кем не следил, поняла? Это место заведения моего друга. Друга. Парень сколько уже звал, и я пришел. Да и хорошо, что пришел. Я увидел, что ты проворачиваешь за моей спиной. Ты как со мной разговариваешь? Что я проворачивала за твоей спиной? Ты разве не сказала мне, что будут только девушки? Что ты скрывала, солгав мне? Этого подонка? Его? Я такая в твоих глазах. Так-то, солгав тебе, будет встречаться с другими мужчинами. Я говорю лишь то, что видел. Какой-то тип подкатывает к тебе перед моими глазами. Да еще тогда, когда ты обманула меня. Я не врала тебе. Я тоже думала, что будут только девочки. Кому я это говорю? Что бы я ни сказала, ты все равно не поймешь. Да. Я не пойму, да? Допустим, что я поверил. Допустим. Почему тогда этот тип держал тебя за руку? Как ты разговариваешь со мной? Что значит, допустим, поверил? Я обманула тебя, а ты поверил, да? Ты называешь меня обманщицей? Я не называю тебя обманщицей. Я говорю, что твои слова и действия не совпадают.
Как это называется? Вот это. Я говорю, что... Раз ты идешь только с девочками, то почему этот тип держал твою руку? Спрашиваю только это. Ты не это сказал, пилот. Ты осудил и вынес приговор. Ахмед просто пытался пригласить меня на танец, и я и так не согласилась. Ты даже не позволил объяснить, сразу же набросился на него. Какой-то тип осмелился пригласить мою девушку на танец. А ты все еще злишься на меня, так, Дуйгу? Злишься на меня, потому что я побил его. Радуйся, что я его не убил. Ну вот. Папа был прав. Ты говоришь, чтобы я радовалась, что ты не убил его. Как ты изменишься? Ты не умеешь контролировать свой гнев. Я устала, что ты говоришь, что изменишься, но не делаешь этого. Я устала исправлять тебя. Значит, твой папа оказался прав, да? Ты думаешь так же, как и он? Хорошо, пусть будет так. Не вздумай снова следить за мной. Я ни за кем не следил. Не следил. Хюдеверди уснул? Наверное, уснул из-за лекарств. Я ждала вас, чтобы уйти. Большое спасибо. Я понимаю, почему Хюдеверди так сильно любит тебя. Тогда я пойду, учитель Али. Доброй ночи. Доброй ночи. С первого дня, как я увидел ее, я чувствую, что ты ревнуешь. Ты тоже чувствуешь. Ты тоже чувствуешь это. Это я люблю Азлем. Я. С первого дня, когда я увидел ее. Как ты можешь говорить мне, что вы встречаетесь? Так ты понимаешь дружбу. Недим, послушай, она не говорила мне про это. Я не знал. Если бы знал... И что ты делаешь сейчас, когда знаешь, Али? Ничего, да? Ничего! Послушай, мы с Азлем любим друг друга. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Не любишь! Это я полюбил ее с первого дня, когда увидел я. К тому же ты врешь о том, что не знал. Ты назло мне встречаешься с ней. Прощай, Азлем. Алиджан? Ты все еще ревнуешь меня, Али. Ты все еще ревнуешь, хоть и не можешь признаться себе. Ревность в любви всегда меняет равновесие. Сулейман. Что с тобой? Случилось что-то плохое? Посиди со мной. Этого мне будет достаточно. Не бойся. Я обычный пилот. Я опять обидел Дуйгу. Не понял, не выслушал. Сразу же вынес приговор. Конечно же, и она мне. И? То есть вы поссорились с Дуйгу?
Рассказывай, что случилось. Я сильно обидел ее, хотя она не была виновата, брат. Я не выдерживаю. Когда кто-то смотрит на нее с вожделением, мне хочется достать пистолет и выстрелить. И господин Ильхан, как назло, растягивает наше перемирие. Я боюсь, что кто-то влезет в наши отношения, брат. Если ты не будешь отдаляться, то никто не сможет влезть в ваши отношения. Как это? Как мне не отдаляться? Не отказываясь от любви и доверяя ей. Вот тогда никто не сможет влезть в ваши отношения. Сулейман, брат мой, Дойгу доверилась тебе, несмотря на то, что ее отец так против. Она не сдалась. Никому не позволила разрушить эту любовь. И ты не позволи. Не позволю. Не позволю, но папа Ильхан ведь против существования этой любви. Порой мне кажется, что у меня невозможная любовь. Невозможная? Если ты действительно любишь, то нет ничего невозможного. Ты должен бороться. Шарм невозможного состоит в том, что внутри скрыта борьба. Влюбиться в кого-то, которого, как кажется, невозможно полюбить, это как бросить вызов. Человек думает, что если справиться с этой невозможной любовью, то обойдет все поражения. Думает, что он победит жизнь. Думает, что он необычный. Думает, что докажет так то, что является особенным. Но знаешь, что все это значит? Это не любовь. Это борьба с самим собой. Потому что настоящий влюбленный не интересуется тем, чтобы завоевать. Тот, кто любит всем сердцем, хоть и не воссоединится, все равно не откажется от любви. А сейчас вопрос, который ты должен задать себе. Если бы между вами не было стольких преград, если бы вам не было так тяжело быть вместе, ты бы все равно так же сильно любил Дойгу? Любил бы. И буду любить. Я люблю Дойгу. Неважно, возможно это или нет. Взаимно или нет. Я все равно буду любить ее. Но вот главный вопрос. Продолжит ли она любить меня? Я боюсь только этого. Тогда ты должен избавиться от страха, брат. Если ты уверен, что любишь ее, и уверен, что она любит тебя, то не нужно зря расстраивать себя. Хорошо? Али, можешь подойти к окну, если не спишь? Уже вышел. Я не смогла уснуть, Али. Вот бы ты был рядом, гладил мои волосы. Я бы уснула.
Тогда поспим вместе? Вместе. Али, вот бы твое лицо было последним, что я увижу до того, как усну. Вот бы и я каждый раз, когда буду просыпаться, открывать глаза, первым делом видеть твои прекрасные глаза. Знаешь, пары, которые действительно очень сильно любят друг друга, могут увидеть один и тот же сон. Тогда и мы сможем увидеть, да? Может быть, сегодня увидим. Кто знает всегда. Доброе утро. И тебе доброе утро. Мама, ты не приготовила яйца? Они есть, чтобы я могла их приготовить? Я получу зарплату на днях, тогда и купимся. Я тоже ищу работу, братик. Мы сильно обременили тебя. Она все еще говорит, что ищет работу. Дочка, ты специально это говоришь? Мама, мы обсудили, эта тема закрыта. Хорошо? Что мы обсудили? Ты возьмешь эти деньги. Возьмешь. Не выводи меня из себя. Что происходит? Я говорю о богатстве, которое досталось твоей сестре от Уйгара, сынок. О деньгах, которые спасут нас из этого положения. Я не притронусь ни к одной копейке этого мерзавца. И я пообещала Али. Почему ты так давишь на меня с утра, мама? Хватит уже. Минуту, тебе досталось наследство, сестра? И ты думаешь о том, что пообещала Али, хотя мы находимся в таком положении? Или я неправильно понял? Нет, сынок. Ты все правильно понял. Сестра, не глупи. Мы столько страдали из-за него. Ты заслужила эти деньги. Синан, мне не нужны деньги этого мерзавца. Почему вы не хотите понять меня? Сестра, ты ведешь себя слишком эмоционально. Ты поступаешь совсем неразумно. Твоей сестре не нужен разум, сынок. У нее есть Али. Только Али, больше ничего не надо. Алиджан, сынок, какой хороший сюрприз. Папа, мама сказала, что мы можем поиграть с тобой в баскетбол. Мы поиграем? Поиграем, конечно же. Более того, твой дядя дома. Иди спроси, может, он тоже захочет поиграть с нами. Давай. Я пришла, не предупредив, чтобы между вами растаял лед. Правильно сделала. Спасибо. Заходи. Конечно, поиграем, львенок, поиграем. Поиграем в футбол, баскетбол, водное поло, гандбол. Поиграем во все, что захочешь, хорошо? Добро пожаловать, сестра Азле. Рада видеть, Хюдаверди. Брат Хюдаверди, ты тоже приходи. Брат Хюдаверди еще не вылечился до конца. Сыграем в другой раз, обещаю. Вы идите, а мы с Хюдаверди побеседуем. Ладно. Тогда давай пас. Давай. Эй, Хюдаверди,
Ты голоден? Приготовить тебе что-нибудь? Нет, не голоден. Спасибо, сестра Зли. Сестра Севда сказала, что приготовит еду и принесет. Хорошо, тогда поставлю чайник. Выпьем вместе чай. Можно. Корзина, мой лев. Корзина. Иди сюда, давай. Бросай. Я думаю, что попадет в корзину. Надо же, посмотри на дядю, сколько всего умеет. Она мне говорит, Алиджан. Вам еще надо увидеть, как я играю в футбол, брат? Футбол? Хорошо, можно, но не сегодня. На сегодня хватит. Только я буду с дядей. Вот как? Нашел дядю, а меня предал. Хорошо. Играйте вдвоем, а я буду один. Но потом. Иди сюда, иди. Иди, мой лев, иди. Иди сюда, мой лев. Я съем тебя, съем. Ты готов? Готов? Чтобы папа не понял. Иди. Мой лев. Но это не считается, вы жульничали. Как это? Какое жульничество? Он попал в корзину. Мяч прошел, Алиджан? Прошел. Разве не считается, что попал в корзину? Попал. Он просто ноет, да, Алиджан? Да, папа попал в корзину. Хорошо, в этот раз засчитаю. Давай, бросай. Синан, нам нужно решить, пока папа не понял, что я сбежала из дома. Мы должны закончить это дело сегодня. Приезжай скорее. Срок, данный вам маньяком, истекает. Вы дадите ему желаемое? Приняли решение? Не знаю, Джан. Не знаю. Это еще кто? Маньяк? Здравствуй. Ты сейчас, наверное, думаешь, что этот человек позвонил мне по видеосвязи. Я в таком красивом месте. Захотел поделиться с тобой этим видом. Смотри. Зейнеп. Дочка. Я очень соскучился по Стамбулу. Не смей трогать ее. Пока на то причина не имеется. Но если ты придешь навстречу с пустыми руками, это, конечно, другое дело. Время идет. Тик-так, тик-так, тик-так. Возьми, дочка. Возьми эту трубку, возьми. Зейнеп встала и ушла, а вы не в курсе, о чем только думаете. Вы так оберегаете мою дочь, черт побери.
Здравствуй. Добро пожаловать, сестра Севда. Здравствуй. Я оставлю это на кухне. Я говорил, что она принесет еду. Принесла. Как будто вчера не она говорила все эти слова, еще и здоровается. Хюдаварди, раз за тобой есть кому смотреть, я уже пойду. Пока Алиджан с папой, я хотела встретиться с другом. Увидимся. Алло, не Дим? Увидимся, если у тебя нет дел. На набережной. Хорошо. Хорошо, можно. Увидимся. Оказывается, твой дядя неплохо играет в баскетбол. Госпожа Харие? Мы можем немного поговорить? Конечно. Сынок, давай, ты иди домой, а я приду за тобой. Иди по тротуару. Ты по какому праву вмешиваешься в наши семейные дела, учитель Али? Не понял. Ты сказал Севде, чтобы она не брала деньги у Игара, оказывается. Ты спросил, нуждаемся ли мы? Мы месяцами не можем оплатить за аренду. Хозяин уже приходил к дверям. Ты в курсе? Ну откуда, конечно? Послушайте, госпожа Харие. Вы послушайте, учитель Али. Перестаньте путать мысли моей дочери. И не вмешивайтесь, в то, брать ей деньги или нет. Это все, что я хотела тебе сказать. Сынок, ты все еще, что ли? Все еще. Мы пришли. Добро пожаловать. Ты в порядке? Где моя мама? Твоя мама ушла встретиться с другом по имени Недим. Недим? Азлем пошла на встречу с Недимом? Да, учитель. Я услышал, как она говорила по телефону. А сказала, где встретиться. А почему ты так заинтересовался? Секунду, Севда. Где они встретятся, она сказала? На набережной, учитель. Она сказала, встретимся на набережной. Несмотря на то, что вы с Али расстались, как прекрасно, что смогли остаться друзьями. У вас ведь есть сын, да?
И правда, почему вы расстались с Али? Или брак действительно убивает любовь? Причина конца нашего брака не любовь, а смерть. Смерть нашего сына. Азлем, извини, я бы не хотел вновь расстраивать тебя, открыв эту тему. Это очень тяжело, я знаю. Али, Али, что происходит? Что это за гнев, Али? Кто увидит, подумает, что ты ревнуешь нас. Азлем, видимо, Али не смог принять вашу разлуку. Увидимся, Азлем. Жди, Азлем. Недим, я разве не говорил тебе держаться подальше от моей семьи? Секундочку. Ты откуда берешь на себя такое право? В итоге вы разве не развелись с ней? Она отныне свободная женщина. Смотри. Я тебя один раз уже предупреждал. Если еще раз увижу тебя вблизи своей семьи, ты очень дорого за это расплатишься. Жду с нетерпением. Увидел ее рядом со мной, и Азлем вдруг опять стала ценной, да? Но в этот раз я не упущу ее тебе. ревнуешь ведь ее? Ревнуешь. Ты что пытаешься сделать, Азлем? Почему ты видишься с ним, несмотря на то, что я говорил тебе не видеться? Но почему, Али? Почему? Он друг нашей семьи, наш друг. Скажи тогда, почему ты не хочешь? Забудь причину. Я не хочу, чтобы ты с ним виделась. Этого недостаточно. Недостаточно, Али. Разве тебе отныне никто? Ты не можешь вмешиваться, куда и с кем я иду видеться. Хорошо? Ты иди вмешивайся в дела своей севды. Пила, что случилось? Что происходит? Почему? Почему ты солгала мне насчет Ахмета? Что ты говоришь? Мы немного поговорили с Ахметом. Он рассказал мне, кто вы друг другу, кем были в прошлом. Все. Теперь то, что ты должна мне сказать. Почему ты от меня скрыла? Ты ведь не сделал с Ахметом ничего? Пилот, ты ведь не сделал с ним ничего? Даже когда я в таком состоянии. Посмотри на вопрос, который ты задала. Может ли это быть потому, что я знаю, что ты делаешь при таких ситуациях?
Потому что пилот повесит, пилот зарежет, пилот изобьет. Глядя оттуда, это единственное, что может сделать пилот, да? В твоих глазах он такой. Потому что у меня нет сердца, да? У пилота нет сердца. Этот человек отдал тебе свое сердце. Но не полез спросить, почему ты солгала так. Женщина, которую я называл своей любимой. Женщина, на которой я на днях женюсь. Вместо того, чтобы ответить мне, волнуется за того человека, так? Жаль. Жаль. Не делай так. Не делай. Чего не делать? Чего мне не делать? Ответь мне. Почему ты скрыла от меня? Потому что... Неизвестно, что ты делаешь в таких случаях, пилот. Я испугалась, что ты можешь навредить. Испугалась, что наврежу, так? Того, что наврежу. Пилот, Я что, не могу тебе объяснить? Ради бога, чего я не могу тебе объяснить? То, как сильно я тебя люблю? Почему я не могу тебе это объяснить? Любимая, которую я люблю больше жизни, солжет мне. А я не сойду с ума, так? Ты же говорила, нет лжи. Ты же была моим учителем, чтобы делать правильные вещи. Когда дело доходит до тебя, все дозволено, госпожа Дуйгу. пилот, обижаешь. Ты не можешь меня так обвинять. Не могу обвинить, конечно. Кто я такой? Я ведь не из костей и мяса. Я же не человек. Как мне тебя обвинить? Есть лишь твоя душа. Ты думаешь о том подонке даже больше, чем обо мне. Не бойся. Я не убил его. Не о нем. О тебе думаю. Но откуда в тебе чуткость, чтобы понять это? Ты лишь так обижай, разбивай, злись. Веди себя грубо. Вести себя грубо, так? Вести себя грубо мне? Придет какой-то чужой человек, перед моими глазами будет приставать к тебе, глядя в глаза. А я на это скажу с Богом, так? Я что, дебил? Ну уж нет, пилот. Ну уж нет. Как ты можешь такое сказать? Иди найди себе любимую, которой будешь доверять, хорошо? Уйди от меня. Севда? Севда? Севда, что случилось, дочка? Мама? На моих глазах он заревновал бывшую жену. Душа моя, красавица. Я не могу уже держаться. Попыталась не подать виду. Но пока эта женщина будет здесь... Мне очень больно. Милая, эта любовь с самого начала причиняет тебе боль. И до сих пор продолжает причинять боль. Али воссоединился с сыном, которого потерял много лет назад. Поставил вместо этого ребенка другое дитя. И разве сейчас он может оставить его? Конечно же, пусть не оставляет. Я же не хочу, чтобы он оставлял. И его жена сейчас хочет построить семью вместе с сыном. Она пытается ударить Али его же ребенком. Эта женщина не оставит тебя, Али Севда. Ты не сможешь бороться с ними, милая. Али меня очень любит. Али меня очень сильно любит. Он не расстанется со мной. Севда. Али с сыном не расстанется. Сейчас он будет говорить так, а потом со временем дела изменятся. Ребенок станет важнее. А эта женщина будет находить способы встревать между вами и портить ваши отношения. Разве это того стоит, милая? Когда можно прожить такую счастливую жизнь? Перед тобой есть огромное будущее. Все забудется, и любовные страдания тоже забываются, дочка. Я не забуду. Я не могу забыть Али. А Али меня не забудет. Ты так думай. Али в курсе, как ты сейчас поживаешь. Он знает, что у нас даже на хлеб денег нет. Хорошо, ты встала против мамы и брата.
оттолкнула рукой деньги, оставшиеся от Уйгара. Али что сделал? Он все еще защищает бывшую жену. Наверное, он к ней что-то чувствует, разревнуя Севда. И если бы он ничего не чувствовал, то не ревновал бы. Я расстраиваюсь из-за того, что ты остаешься одна. Я расстраиваюсь, потому что ты расстроишься, милая. Мама, пожалуйста, попытайся понять меня. Я не могу делить его с кем-то. Мама, мне очень больно. Мне очень больно. Останови машину, Джан. Что? Останови машину. Нет, я не могу. Не могу этого сделать. Не могу передать агентство, раскрыв все секреты маньяку. А Зейнеп? Вы забыли про угрозу маньяка? Я буду защищать Зейнеп от маньяка. Ты поворачивай. Поворачивай здесь. В чем дело, Джан? Не знаю, господин, машина сама остановилась. Джан, что происходит? Машина сама собой движется. Она вышла из-под контроля. Что значит вышла из-под контроля, Джан? Да, посмотрите, я ничего не делаю. Это сделал маньяк. Он сделал дистанционное нападение. Да, это он сделал. Не открывается. Маньяк держит под контролем машину. Черт! Сделай что-нибудь, Джан. Ничего не помогает, господин. Смотрите, ничего не работает. Он понял, что я не передам ему информацию. Скинь смс-ку людям. Пусть сейчас же кто-нибудь едет на место встречи. Алло. Курт-бей, годы очень сильно изменили тебе. Раньше ты был верен своим встречам, но сейчас вместо того, чтобы приехать ко мне в обещанное время, ты едешь в другую сторону. Что случилось? Или ты сбился с пути? Не волнуйся, я веду тебя к правильному пути. Ты будешь здесь в договоренное время. Даже если ты привезешь меня насильно, я не отдам тебе эту информацию. Не упирайся зря, иначе я восприму твои слова всерьез. И подумай, что будет с Зейнеп. В больницах в этой округе мы ничего не нашли. Может, нам посмотреть в других больницах напротив? Конечно, посмотрим, посмотрим. Что происходит? Кто вы? Что вы от нас хотите?
Время вышло. Будучи ребенком, я очень любил управлять машиной на расстоянии. Но когда внутри еще и человек есть, получается интереснее. Если бы я сделал ошибку, вы бы могли стать жертвой автокатастрофы. Ну давайте же. Хорошо, я привез вас сюда, но технологии еще не настолько развиты, чтобы контролировать вас. Остальное будете делать вы. Давайте, вылезайте. Я могу забрать свою ценность? Нет. Не можешь забрать. Я сейчас совсем не хочу вас убивать. Мне больше хотелось обнять вас, прижать к груди, но... Вы заставляете меня убить вас. Поддержите Джана! Ты очень пожалеешь об этом. Ты даже не знаешь, что не сможешь от меня сбежать. Не сможешь. Хорошо, Хедоверди, я посмотрю. Курт-бей! Что с тобой случилось? Кто это с тобой сделал? Али. Маньяк. Маньяк сделал. Али. Спрячь машину, Али. Хорошо. Куда вы нас привезли? Ответьте же, что происходит? Курт-бей. Что происходит, Курт-бей? Так нельзя. Нам нужно поехать в больницу. Документы. В чемодане. Очень
важные. Вся информация об агентстве в ней. Обещай мне, что будешь защищать эту информацию. Защищать любой ценой. Курт-бей, обещай мне, Али, что будешь защищать от маньяка. Хорошо. Обещаю, хорошо. Ты не утомляй себя. Зайнеп, я доверяю тебе. Нет, Курт-бей, нет. Не утомляй себя. С тобой ничего не случится, ты спасешься. Ты поедешь к своей дочке. Будешь стоять с ней рядом. Нет, Али. Я не смогу спастись. Джан. Курт-бей, не утомляй себя. Али, обещай мне. Хорошо, обещаю. Обещаю. Я тебе должен сказать кое-что важное. Зайнеп. Она моя дочка. Курт-бей. Нет!